Светлана упорно отказывается употреблять в пищу достижения современной промышленности. Она твердо уверена, что молоко должна давать корова, а не какой-нибудь пиролизный синтезатор. Небольшой уфимский магазинчик стал для нее настоящим открытием. Товар сюда привозят прямо из деревни. Теперь женщина закупается только здесь и обращает в свою веру знакомых. Сегодня она еще и координатор клуба «Живое село». Здесь все-таки мы получаем питание, как у бабушки. Деревенское, вот такое все вкусное. Вот. А по цене даже немного дешевле, чем, скажем, в магазине на те же позиции. Сама идея появилась еще в 2009 году. Аспирант Башкирского государственного аграрного университета Ринат Мамаев предложил объединить сельчан, организовать для них специальные консультации, юридическое и бухгалтерское сопровождение, помочь им найти рынки сбыта и наладить логистику. Это экономит время, это экономит деньги. Фермер начинает управлять сбытовым каналом, а не сбытовые посредники управляют фермером. Вот так в деревне Бардаслы Чекмагушевского района собирают товар. После утренней дойки молоко и мясо принимает специальный автомобиль. Расчет тут же на месте. Раньше куда-то надо было возить или кому-то надо было предлагать, а сейчас самое главное готовы. Вот никакого клиента не надо искать. Готовим и все сдаем в кооператив. Вот каждую неделю за наши продукты мы получаем по 1500 рублей. Но если много готовить, конечно, побольше можно. Но надо не лениться, работать и работать. А жители деревень Аблаева и Кусикеева и вовсе скинулись, чтобы приобрести передвижной охладительный пункт для сбора сельхозпродукции. Сегодня проект «Живое село» в Чекмагушевском районе все быстрее набирает обороты и действительно оживляет населенные пункты. Мы начали это движение село Бардаслы, это маленькое село, 50 дворов, чтобы сохранить село. Участвует 50 жителей, из них 15 держат коровы, из них 12 участвуют в нашем движении. Люди поверили в наше движение. То есть они не в нас поверили, они поверили в себя. Это движение сейчас будет разрастаться. Новым этапом развития проекта стало создание целой организации – первого башкирского кооператива предпринимателей и фермеров Чекмагушевского, Кушнаренковского, Благоварского и Аургазинского районов. Благодаря кооперации владельцы частных хозяйств могут реализовывать то же молоко или мясо без забот по транспортировке, поиску торговых площадей. Противостоять другим игрокам жесткого коммерческого рынка поодиночке уже не получается. Если рядом соседи были бы моего района, можно было с кем-то скооперироваться. Вот у меня доится там, например, в сутки 200 литров молока. А если было бы, например, с кем-то скооперироваться, вот отвезти вот 500 литров, можно было бы куда-то молочный завод вместе сдавать или куда-то вот. Ну, кооперироваться надо, конечно. Кооперация требуется. Кроме этого, на базе Центров делового развития Госкомитета Республики по предпринимательству и туризму будет проводиться консультирование начинающих и действующих фермеров по всем профильным вопросам, а также помощь в бухгалтерском и юридическом сопровождении. У нас сейчас уникальная ситуация. По льготным кредитам действительно там много-много проблем. На Башкирию сейчас выделен лимит на льготные кредиты фермеров большой. Мы его даже не можем освоить. Мы добились того, что на КФХ, именно на КФХ, выделены лимиты, но, к сожалению, не то, что не хотят, не могут. Они не ведут толком учета, нету залогов. Вот эта проблема, она такая извечная существует. Конечная цель кооперации – формирование целых логистических цепочек, в которых один предприниматель будет производить сырье, второй его перерабатывать, третий упаковывать и так далее. Такой путь самый многообещающий. К примеру, финские или новозеландские фермеры, объединившись, реализуют свою продукцию под единым брендом по всему миру. Впрочем, не обязательно замахиваться на такие горизонты. Сегодня по количеству розничных рынков республика входит в топ-10 регионов страны. Руслан Каримов, Рамиля Исмагилова, Азат Петров, Роберт Давлетбердин и Виктор Миренков. Новости недели.